Сразу в 7 районах республики, пострадавших от урагана, сегодня продолжались восстановительные работы. Разрушения от сильного ветра произошли в частности в Аургазинском, Бирском и Дюртюлинском районах. Но больше всех пострадало село Чекмагуш. Там порывы ветра снесли кровли сразу 15 многоквартирных домов. Все подробности у Руслана Батыргариева. Ужас, ужас, ужас! Ясная погода и жара ничто не предвещало беды, но ближе к вечеру тучи над Чекмагушем сгустились, начался сильный дождь. В один момент порывистый ветер и вовсе начал срывать с домов кровлю. Это те самые два многоквартирных дома, видео с которыми разлетелось в социальных сетях. Многотонные конструкции кровли ураганом поднимало, словно крыши игрушечных построек. Такой силы стихии в Чекмагуше еще не было, говорят местные жители. Первый раз я такое видела, сильно испугалась. Прятаться хотела, но окно закрыть не могу. Ветер, окно закрыть не могу. И сильный ветер, и туда крыша. Поднималась крыша. Крыша их многоэтажки не пострадала, а вот кровлю двух соседних жилых зданий придется возводить заново. В общей сложности в селе Чекмагуш ураган повредил крыши 15 многоквартирных домов. Целый день в райцентре продолжались работы по ликвидации последствий стихии. Сегодня мы собираем именно улетевшее железо, спиливаем обвалившиеся деревья, ну и, конечно, сметаем весь смет, мусор, который вчера намело. К восстановительным работам в райцентре приступили сразу же после стихии. Первым делом поставили задачу возобновить подачу электричества, ведь ураган серьезно повредил сети электроснабжения. В принципе, ночью у всех был свет, можно сказать. Это мы сейчас просто переделаем то, что вчера сделали на скорую руку, чтобы у людей был свет. Работы продолжались всю ночь. Восстановить сети помогли также соседи, энергетики Сылишевского и Буздякского районов. А вот разбирать завалы сегодня уже приехали спасатели Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям. Угрожающие факторы устранить, чтобы не упало никому ни на голову, ни что-то, разобрать завалы. Возможно, опять-таки будет какой-то ветер, это будет еще хуже. Тут кровля может до конца сойти. Разрушая один, но обходя другой, как в шахматном порядке, шквалистый ветер выборочно срывал крыши домов. Стихийная партия была недолгой, но печальной. По предварительным подсчетам ущерб составляет как минимум 15 миллионов рублей. Подрядным организациям предстоит в максимально сжатые сроки восстановить пострадавшую кровлю многоэтажек. Руслан Батыргариев, Азат Петров, Азат Тузбеков и Рустам Галямов. Новости. Чекмагушевский район.